нашли возможность приехать. Это уже становится нашей доброй традицией. Такие встречи, обсуждения, они очень важны. Потому что то, что происходит, во-первых, сама площадка, да, парламентская ассамблея Совета Европы, в центре Европы практически. Да, и мы обсуждаем те темы, которые связаны с Ичкерией, с Грузией, с Украиной. И все это очень... Да. Это все взаимосвязанные темы, потому что на самом-то деле у нас с вами общая серьезная проблема, которая угрожает существованию наших народов. Вот, сегодня мы главной темой, о которой мы будем говорить, это тема борьбы с идеологией и практикой рашизма. Вот, к сожалению, на Западе пока этот термин еще не знают. Хотя в парламентской ассамблее я зарегистрировал предложение о осуждении идеологии и практики рашизма, но до сих пор это что-то такое непривычное, потому что европейцы, они не знают на своем опыте, на своем историческом опыте, насколько это страшное разрушительное явление. Его можно сравнить только с идеологией нацизма периода Второй мировой войны. Сейчас мы переживаем в каком-то смысле повтор того, что происходило тогда, и в качестве главной угрозы миру является Россия с ее идеологией рашизма. Но дело в том, что то, что сейчас Украина переживает, вот это преступление, которое обусловлено вот этой идеологией рашизма, это имеет своих предшественников в лице Грузии и в лице Чечни. И, кстати сказать, когда мы работали в парламенте над формулированием постановления, где надо было представить четкую формулировку определения, что такое рашизм. И одним из источников вдохновения и понимания этого явления для нас стало определение, которое дал Джохар Дудаев, первый президент Ичкерии. Он называл это русизм. Это можно видео найти на YouTube. И вот для понимания, вот он как раз дал это определение не как теоретик, да, а он столкнулся с ним в реальной жизни. Потому что первой жертвой русизма, рашизма стала именно Ичкерия, чеченский народ, тот геноцид. И он прекрасно понимал, он говорит об этом, о том, что русский народ заражен вот этой идеологией, человеконенавистнической идеологией рашизма. И мы сейчас продвигаем вот эту идею осуждения в Европе, осуждения рашизма. Первый успех уже есть, это вот декларация парламентской ассамблеи НАТО. Там впервые этот термин используется. Но опять-таки подчеркиваю, что корни идут как раз вот к Джохару Дудаеву и к тем преступлениям, которые были совершены против чеченского народа. Еще, кстати, одна тема, может быть, мы тоже ее затронем, это тоже важная тема, касается в том числе Ичкерии, чеченской диаспоры. Будет рассмотрена резолюция, принята резолюция на этой сессии парламентской ассамблеи Совета Европы, резолюция о транснациональных репрессиях. То есть, когда какой-то авторитарный режим пытается выйти за границы и вот ту репрессивную практику для подавления инакомыслия, для подавления диссидентов переносит на территорию иностранных государств. Вот то, чем занималась Россия, вот эти акты террора против Скрипалей, да, против, значит, в Лондоне убийства одного из диссидентов, вот это имеет тоже свои аналоги. То есть транснациональная репрессия — это то, что использует Россия против чеченской диаспоры неоднократно. Политические убийства на территории иностранных государств. Может быть, вы тоже, если будет возможность, скажете несколько слов. Так вот, в этой резолюции присутствует термин «Чечня». То есть этот вопрос, он затрагивается. Я жалею, что, может быть, в процессе подготовки этого текста имело бы смысл в свое время провести более широкое обсуждение, пригласить представителей чеченской диаспоры, которые переживают это. Вот ваш коллега, да, вот в прошлый раз, когда мы встречались, он говорил об этом. Это, по сути, транснациональная репрессия, когда власть в Чечне пытается шантажировать представителей чеченской диаспоры демократической, которые живут в Европе, которые пытаются говорить правду о том, что происходит на территории, оккупированной территории Ичкерии. Вот. Это тоже транснациональная репрессия, об этом тоже надо говорить. Вот это как бы две основные темы. Когда мы планировали обсуждение, тоже мы думали затронуть, может быть, у кого-то какие-то будут мысли по поводу такого преступления, как экоцид.
Вот, мы столкнулись с этим в связи с Каховской АЭС, которая была сознательно уничтожена Россией для того, чтобы вызвать экоцид. Вот интересно, вот в Чечне, в Грузии в том числе, вот были проявления, когда Россия использовала это преступление, экоцид, для... Борджомский лес, они сжгли 2000 басков. Да. Вот цели Борджом, это, извините, Да. такой курорт, вы знаете, наверное, слышали. Вообще сжгли. Да. Вот, то есть... Не эко, все, это эко-курорт. Да, то есть мы тогда, я предоставлю слово нашим гостям, извините за такую долгую вводную часть. Вот. Пожалуйста, Джамбулат, а потом... Спасибо за позволение, да, я начну. Ну, Александр, вы затронули такие темы, которые не могут сильно не коснуться чеченских сердец. Мы с этим живем уже 3 десятилетия. И сегодня уже высказывания нашего первого президента Джахара Дудаева стали уже известны, и особенности в Украине, потому что Украина сегодня переживает те же процессы, которые мы прошли лет 30 назад. Мы были просто первыми на этом пути. И, как вы правильно заметили, он, не будучи теоретиком, смог ощутить вот эту идеологию, которая человеко-ненавистическая, он так ее назвал, что это имперская человеко-ненавистическая идеология, которая пожирает все соседние страны и народы и не успокоится, пока ее не остановят. Поэтому он призывал еще тогда мир прислушаться к этому голосу разума. Но, к сожалению, мы тогда остались неуслышанными. Ну, естественно, сегодня Украина член международного сообщества, страна, признанная еще даже в советские времена, она была участником ООН, была представлена. Сегодня, конечно, проблемы Украины не могли заставить мир увидеть то, что вытворяет Россия. И благодаря вам сегодня также проблема в Чечне, она стала актуальна, она вновь всплыла. И сегодня мы можем опять напомнить о нас, что вот мы с этой проблемой столкнулись. И она проявлялась в акте этноцида. То есть чеченцев уничтожали по этническому признаку, где бы они ни находились. И были прямые высказывания руководства политического и военного, что чеченцы все от 10 лет до 60 лет являются террористами, и, соответственно, подлежат уничтожению. Вот это прямое заявление, открытое заявление о том, что над чеченцами творится геноцид. И мы знаем, что геноцид это... Это кто такой заявил? Еще раз можно? Был генерал Трошев, об этом заявлял. Это в каком году было? Это было в 2000 году, начало Второй военной кампании. Ну, да, но еще были, до этого были другие высказывания, более, может быть, мягкие, а Трошев уже, будучи таким неотесанным генералом, он заявил прямо то, что, может быть, говорилось в политических закулисах. И также вот Александр упомянул о этноциде чеченцев. Он коснулся, конечно, не в таких масштабах, как подрыв дамбы на Каховской ГЭС. Там затоплены огромные территории, пострадали очень много населенных пунктов, людей, земель, экосистема пострадала. Наверное, это будет очень долго восстанавливаться. Но и тем не менее, Чечня, она вообще, даже относительно затопленной территории, это малая территория, всего где-то 16 и около 17 тысяч квадратных километров, это незначительная территория, но тем не менее это вся наша страна, это та территория, на которой мы живем, это наш дом, и он на процентов 70 был засорен вот этими радиоактивными и химическими отходами. Это специально заводилось, это факт, он изучен некоторыми международными организациями, этот факт озвучен, и в Чечне были периоды, когда заболеваемость людей была очень огромная на уровне эпидемии. Был, кстати, вот, туберкулез. Все то же самое. Все то же самое. Иначе из Чечни они. Да. Ну вот эти факты, которые Александр озвучил, мы через это проходили. У нас наиболее высокая процентность онкологических заболеваний в Чечне по всей России. Нету другого региона, в котором больше было бы онкологических заболеваний. Естественно, это все последствия вот этой намеренной политики России по загрязнению территории. У нас после бомбежек, у нас есть такие отдельные районы, где наиболее плотный лесной массив. Оттуда все звери, животные, они разбежались по соседним республикам. То есть нарушена экосистема. Это уже после людей, люди пострадали, понятно, животные пострадали.
Реки изменили русло. У нас реки небольшие, у нас небольшие речушки, и от массивного бомбового ракетного удара некоторые просто выстрелили, некоторые изменили русло, а где-то наоборот идут такие наводнения. Каждый год мы видим, как разливается Сунжа, это большие реки Телек, затапливают близлежащие населенные пункты. То есть изменений очень много в экосистеме. И это все преступления Российской Федерации, которые до сих пор, они, да, их фиксировали и озвучивали какие-то международные организации, но это все не было услышано на должном уровне. Не было предпринято каких-то мер против вот этих преступлений. И мы надеемся, что сегодня нам совместно и с грузинами, и со всеми, кто имел последствия от политики и фашизма, мы постараемся как-то изменить эту ситуацию, чтобы ему был представлен препон, и чтобы вот эта человеконенавистническая идеология в конце концов была остановлена, чтобы дальше и другие народы не пострадали. Мы надеемся, что Украина станет последней страной, таким оплотом, через который уже Россия дальше не пробьется в другие страны Восточной Европы.